конце 70-х годов в центральной прессе Советского Союза выходило много статей о строительстве Южно-Якутского угольного территориально-производственного комплекса. Тогда заместитель секретаря комитета комсомола Ужегородского механического завода Анатолий Шевченко, почитав о молодежной стройке, решил отправиться туда за туманом и за запахом тайги. Когда пришел в обком комсомола за путевкой, мне сказали, куда ты едешь? Там же минус 50, минус 40. Лето очень короткое. Вот. А у нас зимой на Новый год снег шел. Я хочу испытать себя, попробовать. И в августе, 24 августа 1979 года я приехал в Нерюнгри. Здесь его бурная профессиональная и общественная деятельность разворачивалась стремительно. От электрослесаря в комсорге, правком, руководящие должности, и в 2007 году вышел на пенсию. Но дома Анатолия Витальевича было не удержать. Поэтому, отработав еще несколько лет в городской администрации, продолжал заботиться о судьбе уже родного Нерюнгри. По партийным спискам от Коммунистической партии был избран депутатом Нерюнгринского районного совета 3-го созыва и стал заместителем председателя. Можно сказать, что мы члены партии, да. Решаем мы перед сессиями, перед комиссиями, как голосовать. Но мы пришли сюда работать для людей. На первом месте забота о людях, а не наша партийность. Это я подчеркиваю всегда. Это очень важно, что я член КПРФ, вот, коллеги мои члены ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. Но вместе мы работаем именно для людей. Это самое главное. Работая бок о бок около 20 лет, председатель районного совета депутатов знает Анатолия Шевченко не только как профессионала. Он успевает совмещать не только свою профессиональную деятельность как депутата районного совета, заместителя председателя, но еще и ведет активную общественную работу. И все трудные моменты, болевые точки нашего района он знает абсолютно досконально. Говоря о нем, можно применить очень много эпитетов в хорошем смысле слова. И они все к нему подойдут. Зная в целом семью Шевченко, хотелось бы отметить, безумную, я вот так скажу, такая формулировка, безумную любовь друг к другу и уважение, невзирая ни на какие проблемы, они остаются жизнерадостными, бодрыми, активными и, безусловно, высокопрофессиональными. Это я повторю, потому что это действительно так. Действительно, являясь директором Нерюнгринской централизованной библиотечной системы, Татьяна Шевченко тоже показывает себя как грамотный руководитель, не забывая при этом про человеческие качества. Сразу бросается в глаза то, что она очень, во-первых, обаятельная, во-вторых, у нее талант врожденный как организатора. Она умеет управлять коллективом, умеет подходить к людям. И самое главное для меня качество, которое я в ней ценю, это то, что она ценит специалистов. Вот. Это ее приоритет в работе, поэтому с ней в этом плане хорошо работать, с ней интересно. Она всегда поддерживает какие-то творческие проекты. Я сама была автором каких-то интересных проектов, и в ее лице я всегда находила такую поддержку, которую я не видела среди других руководителей. Поэтому в этом плане она, конечно, бесценный человек как руководитель. Можно, конечно, отметить вот такое ее качество. Она вникает. Все-таки работать с людьми – это работать с судьбами людей. И их профессиональная судьба, она иногда бывает связана с их личной судьбой. И когда люди переживают какие-то сложные моменты в жизни, она всегда погружается в это. Погружает, и она человеку помогает и морально, и эмоционально, она разделяет. Вот. У меня был такой опыт, поэтому я оценила и эту сторону ее человечности. После окончания института трудовой путь начала именно с библиотечного дела. Потом занималась комсомольской, партийной и кадровой работой. Но судьба привела обратно в библиотеку. Работа мне нравится. Я хоть длительное время не занималась библиотечным делом, но все равно это, наверное, мое. Коли я в начале своей биографии,
трудилась на этом поприще. И вот сейчас тоже продолжаю. В настоящее время я работаю директором централизованной библиотечной системы Нерюнгринского района. Это большой коллектив. Наше учреждение объединяет все библиотеки поселков. Это Перкакит, Чульман, Серебряный Бур, Иенгара, Золотинка, Хани, Хатыми. Ну и непосредственно наша здесь ЦБС, то есть методический отдел, отдел комплектования и обработки, отдел инновационно-методической работы, вот, ну и управление. Вот мой кабинет, прошу, проходите. Если говорить сегодня о работе своей, то, конечно, она довольно сложная, потому что сейчас библиотеки переживают как бы кризис небольшой, потому что изменились их функции. Если раньше главная наша задача была эта книга, ее продвижение, работа с молодежью, с детьми, и все это было действительно всем нужно, потому что все знания здесь скапливались у нас, и кто учился, кто просто интересовался, все эти люди могли прийти к нам и получить то, что они хотят. Сегодня у нас есть огромный соперник, он же наш помощник, это интернет. Поэтому многие люди в библиотеку перестали ходить, они садятся за компьютер и спокойно находят то, что им надо, и книгу, и информацию, и все, что требуется им в жизни. Вот. Но, тем не менее, это же не говорит о том, что библиотека не нужна. Просто функции меняются, наши функции меняются. И сегодня, конечно, очень хочется, чтобы библиотека как бы снова получила второе дыхание. Такие серьезные официальные лица меняются, когда супруги Шевченко приходят домой. Здесь все тепло, уютно, по-семейному. Вечерние посиделки с родственниками и гостями, приготовление любимых семейных блюд. Ну, бузы – обязательное блюдо, потому что я вообще родилась и выросла в Бурятии. И, естественно, раньше они, правда, назывались позы, но потом, видимо, посчитали так, что позы – это более китайское блюдо, а бузы – это более бурятское блюдо. Хотя, в принципе, рецепт приготовления в принципе одинаковый, но у каждого свои какие-то секреты. Кто-то делает тесто на молоке, а я делаю, как раньше наши делали, на холодной воде. Одно яйцо с солью взбиваем, добавляем туда кружку холодной воды. Вот. И круто замешиваем тесто. А это чей рецепт? Вот. Его вы от кого получили? От мамы, от своей мамы. Вот. Мама у меня делала позы. Все у нас в семье делают позы. Сестра и сестры старшие. И, в общем-то, оно же вкусное блюдо, правда? Вот. Вот так вот муку добавляем и замешиваем тесто. Хорошо замешиваем, чтобы оно получилось у нас потом такое мягкое, как пластилин. С детства у нас в доме были позы всегда. Потому что мы же жили, у нас такой интернационализм был. Во-первых, я сама из интернациональной же семьи. Мама у меня, у нее корни, дед казак забайкальский, а бабушка моя, она была из староверов. Вот. А папа у меня иркутский бурят. То есть смесь-то у нас, видите, какая? Конечно, у нас всяких блюд много было. Вот из чисто староверовских таких блюд, да, православных, это сдоба, пироги, сладкие пироги очень. Это вот тоже мама стряпала и нас научила. А вот что касается позы, ну, наверное, все любят позы. В Сибири все любят. Если папа бурят, это получается? Ну, вообще мы же жили в селе, где половина бурят, половина русская. Поэтому все, кто умел, всем делились. И с удовольствием рядом жили, понимаете? Дружно жили, хорошо жили. У нас в семье 4 дочки. Вот 4 дочки. Самая старшая у меня сестра Алла, ее уже нет, к сожалению, она ушла. Вот. Она 45-го года, она родилась в год Победы над фашизмом. Потом Нина Афанасьевна, вот, которая здесь сегодня, вы ее увидите, познакомитесь с ней. А следующая моя старшая сестра, она в 47-м году родилась. Потом еще одна сестра у меня есть, Лидия Афанасьевна. Она сейчас живет в Улан-Удэ, и на Байкале они там больше живут, больше зимой там иногда в Улан-Удэ. Вот. Вот 4. И я, самая младшая уже, родилась я в 54 году в селе Шаралдай, Мухор-Шибирского района Республики Бурятия. Тогда была Бурятская АССР. Родители у меня были учителя.
Отец был сначала директором школы, там, завучем, мама учитель начальных классов, но потом преподавала географию еще, она очень хорошо знала географию. Вот мы родились все в такой хорошей, как бы, семье учительской. Ну и, конечно, отпечаток на нас наложило. Мы всегда старались как-то жить, учиться хорошо, чтобы не подвести родителей. Потому что было как же, мама учительница, и ты вдруг там что-то будешь делать. Вот. 4 дочки росли по-спартански, можно сказать, потому что иначе не получалось бы. Замесив тесто, на подмогу Татьяна зовет сестру Нину, чтобы вместе вспомнить те далекие времена из детства. Хватит разговаривать, Ниночка, пошли. Позочки. Хорошо. Стряпать. Есть. Я занималась баскетболом в свое время и выезжала на соревнования. И нам там выдавали шоколад плиточный. Я не любила шоколад и привозила их Танюше. И вот она в стопочку сложит, одну, вторую, третью, потому что мы долго были. Много было, да. Много было. 20 штук было. А потом шоколад. подружек своих угощала. И я видела, какая она была счастливая и довольная. Это мне на всю жизнь Да, запомнилось. я же младшая в семье, и, конечно, у меня сестры очень все любили, очень меня баловали, любили. Они меня и одевали, и дарили мне свои вещи, которые мне нравились, и очень заботились обо мне, очень. Поэтому я очень счастливая, как человек вообще, и как сестра в частности, потому что у меня очень Я тоже любящие, очень дорогие счастливая мои Танюшенька. сестренки. И у нас в семье все было, росли мы, как можно сказать, оловянные солдатики. У нас все было по расписанию. У каждого были свои обязанности с самого детства. И поэтому у нас такие конфликты, что кто-то чего-то не сделал, или это сам, никогда такого не было. Все четко шло. А так, конечно, радости всякие у нас были, и смеялись мы много всегда. У нас всегда дома смех стоял. Пока готовятся бузы, наша беседа продолжилась с главой семейства. Мы не могли не заметить книжный шкаф, в котором еле умещаются книги, явно не запылившиеся. Отдушина, которая иногда вот хочешь, садишься и ничего не надо, книга, кресло, и чтобы было тепло. Вот на даче я тоже люблю вот, сесть в шезлонг вот, и читать хорошую книгу. Вот из последних приобретений я могу вот что сказать. Вот, Вадим Туманов, это лучший друг Высоцкого. Вот золотоискатель и золотопромышленник, один из первых старателей Магадан, Печора, вот север Якутии. И очень они долго дружили с Владимиром Высоцким. Вот эта книга. И последнее, это мне сын прислал с Москвы, Ляля Брик, вот любимая жена поэзии, так сказать, Маяковский, вот, Брик, вот, ну, Арагон, вот, и другие. Вот, и очень интересно описано именно 30-е годы, наш Серебряный век, продолжение Серебряного века. Вот и здесь не только, так сказать, о ней, о самой о Маяковском, но и о Пастернаке здесь, вот, о Тынянове, о многих-многих, так сказать, из последних. Вот. А так, сам-то я по первому образованию историк. Вот, поэтому тут у нас исторические книги: Карамзин, Соловьев, Костомаров. А как вот вы определяете для себя? Вот буду дальше читать вот это, например. Ну, во-первых, литературная газета моя, вот, она дает анонсы новых книг, описание, рецензии дает, это во-первых. Во-вторых, вот кто-то сказал, и по телевизору же есть передача раз в неделю, рассказывают о новинках, которые издаются. Кстати, Анатолий Витальевич – единственный человек в городе, который выписывает литературную газету. Почтальон говорит, что я из-за тебя вынуждена ходить в ваш квартал. Вот. Не, ну выписывать, наверное же, я думаю, что должны выписывать, потому что, вот, как я знаю, Иртумен выписывают многие, Якутию, Вечерний Якутск выписывают люди. Поэтому, но литературка, сказали, что один. Хочу показать один номер литературной газеты, который меня очень и очень поразил. Вот. Сейчас я не найду, может быть. Там Бродского
стихи об Украине. 91 год, и когда вот это начался выход, он сказал, что будет время, как предвидел, что они от нас отойдут. Они забудут, что мы братья, что мы одной крови. Я говорю, я поразился, я очень поразился вот, этим его стихам. На независимость Украины написал вот 91 год. Человек, ну поэты очень часто они, как сказать, оракулы, предвестники, они чувствуют, что может произойти. Обязательно раз в полгода перечитать классиков вместе с супругой Георгия Данелия и полистать альбомы с репродукциями художников. А так по искусству иногда вечером сел, взял альбом того же Васнецова или там Серова, вот, Серебренникова, вот, и как-то отдыхаешь. И плюс очень помогает музыка. Атмосферу создает само устройство, из которого звучат любимые мелодии. Проигрыватель пластинок хоть и дает сбои под влиянием времени, но все еще радует своего бережливого владельца. Предпочтения в музыке Анатолия Витальевича оказались весьма разнообразными и неожиданными. Так сказать, мой любимый композитор, вот, Рахманин, на следующий год у него будет уже 150 лет со дня рождения. Он у нас родился в апреле, да, апрель 1873 года. Вот. Честно говорю, бывает очень много, так сказать, работы, надо срочно там или выступление, или, так сказать, решение написать. Я на работе включаю первую симфонию и спокойно работаю. Вот. Заходят люди, говорят, как ты можешь? Я говорю, ну вот как-то он на меня, ну, извините, но вот бывает, что... А так нет, кроме, знаете, кроме Рахманинова, я могу слушать и другое. И с удовольствием слушаю. Рамштайн. Классика у меня соседствует. Вот Pink Floyd стоит, Deep Purple. Вот. Это фонотека, это было собрано еще в 90-е годы. 80-е, 90-е годы. Полностью у меня весь Высоцкий, 17 дисков есть, очень много бардов. Вот, ну, тут у нас любовь общая. И Татьяна Афанасьевна вот, любит бардов. А вот, мы собирали, так сказать, и классика рока. Штайн, вот, Найтиш, вот, Делайн, Адам Ламберт. Deep Purple, это, так сказать, наша молодость. Хотя это, так сказать, не историческая классика. Pink Floyd, да, вот, несколько. Да, Хьюстон, вот, Романтик. Вот. Ну, и плюс вот барды, наши любимые, они стоят вместе. Булат Шалович, Кукин и Круг в том числе. Пока мы рассуждали о духовной пище, на столе появляется то, что приготовлено к ужину. Собираются гости, это сестра Татьяны Афанасьевны Нина со своими внуками и правнуком. И продолжаются душевные разговоры и воспоминания. В 1984 году мне с горкома комсомола наш очень добрый друг, наш старший товарищ, ну не сильно старший, но по комсомолу, Николай Жандармов позвонил, говорит, у вас будет новый работник, будем рекомендовать на комсомол вот, нового человека, вот, встречай. И заходит в кабинет, я стою, встречаю, Татьяна Беличенко, вот она же Байронова, заходит и садится на мой стол, за мой стол садится. Я так посмотрел, ну как мужчина, как джентльмен, я не стал выгонять ее. Это было 3 марта. 3 марта 1984 года. Вот. Ну, вот так через несколько дней
прошло комсомольское собрание, избрали секретарем комитета комсомола строительного управления номер 9, вот, моего родного управления. Да. И потихоньку начали говорить о работе, о совместной работе. А потом начали говорить о другом, начали встречаться. И в 1985 году, 9 марта, поженились, поставили нам штампы. Мы летом приезжали, вот каждое лето приезжали сюда в отпуск, как бы. И для меня это всегда было так радостно, так здорово, я так прям влюбилась в город, потому что тетя Таня всегда там показывала все. Мы ездили с сыном Богданом на дачу, они нам устраивали квесты, мы там искали конфеты. В общем, очень теплые воспоминания связаны вот именно с летними вот этими каникулами. Всегда ждали, когда мы снова приедем, вот тетя Таня с дядей Толей. Вот, а потом, когда уже сюда переехали, ну и хотелось, когда вот бабушка уже предложила, что уже точно мы переезжаем, поэтому даже никаких сомнений не было, потому что здесь есть такие вот у нас родственники, которые всегда поддержат. Поэтому мы с удовольствием приняли предложение и приехали с мамой. Несмотря на то, что за столом сидят два совершенно разных поколения, вместе не бывает скучно. Им всегда есть о чем поговорить. Постоянно, когда мы посещаем этот дом, когда гостим здесь, очень интересные беседы, задушевные, делимся опытом. Я привношу молодежное, черпаю что-то для себя из более старшего поколения. Потому что Ваня интересуется, Да. вот, так сказать, не замкнут на своем производстве. Хотя фирма, конечно, крупнейшая, Колмар, вот, но и другие, ряд других вопросов. И о политике можем поговорить, и истории, и другие ряд вопросов. Поэтому мы не уткнулись в телефоны, а именно мы общаемся, да. общаемся. Нам действительно интересно вместе друг с другом, потому что они чему-то учатся у нас, а мы у них. Потому что я вообще считаю, что с молодежью общаться это продолжение жизни. Потому что если только общаться с пожилыми людьми, немножко, наверное, жизнь покажется в ином свете. А вот когда с ними общаешься, Молодец. душой молодеешь. Я, например, для себя черпаю какие-то уроки из прошлого, понимаю для себя некоторые вещи совсем по-другому, как я до этого раньше их воспринимал. Ну, так скажем, набираюсь мудрости. Правнука Нины, несмотря на возраст, принято звать по имени-отчеству. С первых дней рождения мы его назвали Алексей Иванович. Он у нас. И все. Да, И с всё. первого дня. Когда он родился, Нина еще говорит, как назовем. А святцы посмотрели, и, близко Алексей. А у нас Алексей Иванович в семье уже есть, как бы был, это наш отчим. И мы как-то вот, а тут Ванюша, как раз Алеша, и получился у нас такой классный Алексей Иванович. Но он маленький, вообще очень, как сказать, интересный вообще он ребенок. Я надеюсь, что нос не задерет. У Алексея в доме Шевченко есть свои важные дела. Там у меня есть игрушки, мне мама их достает, и я в них собираю их и играю. Главное счастье и подарок судьбы семьи Шевченко – это сын Богдан. После окончания МГУ, по роду профессии он геофизик, ему пришлось поработать и на шельфе, и за полярным кругом, а сейчас он живет в Тюмени. То воспитание, которое он получил в семье, также говорит о родителях. Я очень рада, что у них сейчас есть Богдан, большой уже совершенно мужчина, их гордость. Ну и где-то и моя, потому что он примерно такого возраста, как мои девчонки. Приятно смотреть. Воспитанный такой молодой человек, очень приятный. Воспитанный, эрудированный, замечательный парень. Наверное, у таких родителей только такие дети и могут получиться. Я своим дочерям говорила, что вот я вам желаю, чтобы у вас вот был такой муж, как Анатолий Витальевич. Я на все 100% уверена, я всегда уверена, что позвони я Татьяне, что-то случилось, это сразу будет вся душа открыта. Мне кажется, что я и Анатолию, если Витальевичу позвоню, будет то же самое. Вместе 37 лет. Заботясь друг о друге и о своем здоровье, Татьяна и Анатолий шагают рядом по жизни и по улицам города, взяв в руки палки для скандинавской ходьбы. До этого мы ходили, конечно, гуляли вечерами, просто гуляли вот так
прогулки пешие делали. А тут начали с палками. И я как раз не могла, потому что у меня плечо было больное. Я ломала плечо. А он начал ходить с палками. И вот потом я к нему присоединилась. И ходим мы уже где-то, вот я лет 10, а Анатолий Витальевич уже лет 12, не меньше. Стараемся, естественно, ежедневно, но иногда по работе не получается. Иногда просто Поэтому прогуляемся. Ну, просто раза гуляем. 3-5 в неделю мы как закон обязаны. Вот когда скользко, еще проблемно, потому что боюсь упасть. В рабочие, да. А так мы летом там мы гуляем. В рабочие каждый день. дни по вечерам, в выходные днем стараемся, чтобы было солнце. Вот. А самое главное, чтобы пройти хотя бы минимум 2,5 километра. Это минимум. Пройденная дорога жизни не всегда была гладкой, но по сей день семья Шевченко для многих остается примером порядочности, искренности, любви друг к другу, людям и своему городу.